Здравствуйте, друзья! Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Мы традиционно находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии. У нас сегодня пришли такие нарядные ребята из бренда «Мархинская». Основатель бренда Денис Савостин. Денис, приветствую. И Александр Пантюхов, бренд-шеф этого же бренда. У нас передача, мы его называем «Кулинарное ток-шоу». То есть мы сюда зовем гостей, иногда заставляем, иногда просим что-нибудь приготовить. И поэтому первый традиционный вопрос, я уже говорил, что у нас 3 традиции. Первая традиция, с чем вы к нам сегодня пришли, что будем сегодня делать? Петр, спасибо, что пригласил. На самом деле такой прям долгожданный для нас момент, не буду скрывать это. Смотрю твои передачи, текут слюнки и завидую, честно говоря. Да. Поэтому мы сегодня будем просто вкусно готовить. И в этом плане я, честно говоря, буду, наверное, больше болтать, а готовить будет больше Александр. Александр — это А у вас как моя правая раз рука. получается тандем. Все, что касается вкусно готовить, про деликатесы по гастрономии, это Александр. Причем хочу добавить, что у него такой есть очень уникальный опыт. Он проработал 8 лет или там около того с известными ребятами. Это Иван и Сергей Березуцкий. Они там на сегодняшний день там забирают все, они в топ-листе и забирают первые места. Слышал. Раньше это были футболисты, а сейчас уже рестораторы. Ну, я имею в виду фамилию, да. Слушай, ну, вероятнее всего, конечно, кризиса. Он и коснулся и футбола, но это не они. Да, это точно, я знаю про фамилию. Да, ну мы сейчас говорим о известных поварах, которые на сегодняшний день рестораторах. И проект один из моих любимых, это Twins Garden. Они, по-моему, еще и звезду взяли. Не одну. Ну, 2 звезды Мишлен у них. Да, уже вкусно, с прошлого года Мишлен пришел, качество. и у них она уже есть. В общем, это я читал. Это один из его референсов, поэтому, но самое главное, что на сегодняшний день он трудится у нас в Якутии, в моей команде и работает над созданием деликатесов и всяких вкусняшек из местного мяса свинины под брендом «Мархинская». Под брендом «Мархинская». Ну, вообще, как-то так, верится с трудом, но придется. Хорошо. Что будем делать, Александр? Мы будем готовить свиную вырезку. Мы принесли, конечно же, нашу. Да, свою. Конечно. Свежачок. Ну, все как положено, да. Мы на ходе говорим, вчера бегала. Не вчера, позавчера. Обычно на ходе так говорим. Кстати, я объясню, почему позавчера, потому что на самом деле, знаешь, вот есть такая проблема, люди говорят, готовим там парное мясо. Нет, у нас мясо как раз не парное, у нас мясо вызревшее, потому что мы первые сутки, да, Александр, мы вызревает при какой температуре? Расскажи вот здесь по технологии. Ты все-таки это, получается, это как бы охлажденное мясо, да, получается? Вызревшее. Вызревшее называется. Корректнее сказать. Вызревшее. После забоя сразу охлаждается туша, опускается до 0 температура, и дальше идет вызревание плюс 2, плюс 4 еще сутки. И после этого это позволяет мясу получить более приятную структуру, более мягкую. Мягче. Уходит вся кровь, остается только сок, и вкус мяса становится намного ярче. Ну, кстати, Петр, замного до этого еще есть момент правильности от корма, чем мы кормим, потом правильность именно оглушения. Дело в том, что мы оглушаем хрюшку. Я не могу сказать, что мы в этом плане достигли там совершенства, но мы над этим работаем. Это важно в плане именно вкусовых характеристик. Ясненько. Ну, давайте начинать. Время эфирное, мы обычно телевизионщики говорим, не резиновое, нам надо успевать. Вы начинаете, Александр рассказывает? 3 основных компонента. Это картошка, грибы и мясо. Так. Мы берем минимум специй, чтобы можно было почувствовать вкус свинины. Именно понять, насколько... Не перебивать, да? Не перебивать, да. Так. В этом нет нужды. Минимум специй, максимум вкуса продукта, каждого основного. Петр, ты знаешь, вот моя история, она такая немножко уникальная, я всем об этом говорю, и может быть где-то это и повторяется. Дело в том, что хозяйство, которое на сегодняшний день я управляю, которым там принадлежит моей семье, это предприятие, которое создал не я, это создал мой тесть Кабухин Владимир Филиппович, и он посвятил этому 26 лет своей жизни. И, честно говоря, я не планировал этим заниматься, и, признаюсь честно, даже не планировал, наверное, даже возвращаться в Якутск, потому что около 22 лет уже живу в Москве, в комфортной, красивой, и
Вроде как все хорошо, и тут раз и Якутск, да? И Владимир Филиппович, хочу тебе сказать, что приезжая к нам в гости, он всячески пытался меня вовлечь в этот процесс. И видишь, как у него все-таки получилось, что после его смерти, ну, для меня был такой вопрос даже чести, не развалить, подхватить и это все развивать. Честно говоря, да, я заново влюбился в свою родину. Это действительно так, видимо, какая-то есть там особая энергетика. Это очень круто, да, и круто, что Александр, в том числе, пришел на мой проект, он работал у меня есть опыт ресторатора, молодой, амбициозный, очень талантливый шеф. Да, Все еще молодой. Да, он готовит очень слово. крутые вещи, да. Саша, какое у тебя было первое впечатление вообще о Якутии? Расскажи. Вот. Первое знакомство. Ну, я, наверное, попал не в самое лучшее время. Это как раз пандемия была, все было закрыто, ограничено. Очень, значит, мне понравился центр города, очень приятный город. Ну и, собственно, основная цель визита была это познакомиться с комплексом, как все устроено, как вообще выглядит это изнутри. Это здорово. Кстати, Петр, появилась такая классная идея, и могу тебе сказать, что можешь считать это приглашением. Мы сейчас проводим модернизацию нашего убойного цеха, предлагаю снять потом некий сюжет, как мы там обваливаем, да, там, наше мясо. На самом деле тоже немаловажно, существует трафарет обвалки, и в части там стандартов пищевой безопасности, и в части каких-то эффективных производственных процессов. И вот, раз ты говоришь, ты охотник, у меня, кстати, удивляет, что мы никак не можем себе в команду найти ребят, которые будут заниматься именно разделкой мяса. Кстати, это сейчас с этим проблема. Профессия, как правильно мясник сделать. Да, профессия мясника. Обычно у нас как, даже мы сейчас охотники, да, привозим уже тушу на распиловку. Все. А на самом деле нет, так не должно быть, правильная разделка. Профессия мясника, так же как и профессия повара, это на сегодняшний день престижная профессия. Да? Я тебе просто могу сказать, что у нас есть ребята, мы с ними дружим, общаемся. Шеф, ты сейчас что делаешь? Ты раскалил, да, и потом добавил чесночка? Нет, сразу раскалили масло, обжарили чеснок и розмарин. Розмарином, и следом, пошло мясо. Можно сказать, что мы его запаиваем. Да, и потом с мы 4 будем, сторон. И потом мы будем доводить его в печи, чтобы оно осталось сочным, чтобы весь сок остался внутри. И потом мы ничего не духовку, потеряли. да, потом? Да. Ты чувствуешь этот аромат? Да, розмарин, да, идет по Кайф, конечно, кайф, да. Вот. Я люблю вообще, стейки так готовят, например. Поэтому, хочу еще сказать, что профессия мясника – это круто. И для меня, честно говоря, немножко странно, что край, в котором очень много охотников и людей, которые могут держать нож, нет желающих прийти даже к нам в команду и учиться этому ремеслу. Потому что хороший обвальщик зарабатывает хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Денис, вы главный герой, вы же не просто сразу пришли к этому бренду, да, и волей судеб вы сейчас этим занимаетесь, но традиционный во второй. Вы местный, но уехали. Расскажи немножко о себе. У меня папа заслуженный пилот Российской Федерации, он летчик. И я, конечно, мечтал с раннего детства, как и мой отец, стать летчиком. По многим причинам. Одной из основных это было здоровье, именно зрение. Я эту перспективу отложил в сторону и пошел изучать иностранные языки, китайский, английский, потому что в этом я владел этим уже грезил. Кстати, это был первый набор от республики, горжусь этим. Но совершенстве никто не знает, даже сами китайцы. А так получилось, что специалистов со знанием китайского языка и переговорщиков, их в целом было очень мало по России. И меня начали приглашать западные компании, западные именно расположены в Москве, в Санкт-Петербурге. Филиалы российские. Да, и по вопросам именно просто попереводить, вначале попереводить с русского на китайский, с китайского на русский. Да, и так получилось, что это люди были
в той или иной степени связаны с авиацией. То есть это самолетостроительные заводы, вертолетостроительные заводы. То есть своя специфика, технологические вопросы, да, моменты возникают, да. Как я всем люблю говорить, что мой такой ген авиатора, он продоминировал, и я вернулся к истокам в авиацию, но немножко с другой стороны, со стороны бизнеса. Ну и поработав в Якутске, понятно, что у меня получилось, что основной как бы вектор переговоров был это Китай, Москва, и так получилось, что я сначала приехал, там снимал квартиру, ну и потом как-то так решили остаться, тем более, ну, все-таки там моя супруга Лена Савостина училась в Москве, и не хотелось, честно говоря, там возвращаться в Якутск. И вот как-то так вот мы там уже прижились. Обосновались в Москве. Да. Ага. Так, а между тем, Александр, смотрю, в масле. Я специально тебя отвлекаю, что ты на самом деле рецепт не запоминал. Ну, значит, да. в Ну, я масле, передачу да? посмотрю. Это ж мы сделали топленое масло. Что за грибы, шеф? Это вешенки. Вешенки. У нас Топленое масло, немножко соли, и при низкой температуре, при небольшом кипении они будут томиться у нас. а сколько ты 10-15 выставляешь минут. вот на плитке, просто чтобы понятно было, это сколько? Ну, на Двоечка, да, я плитку вижу? не стоит ориентироваться, у всех Так. своя разметка, просто очень медленно и размеренно должно То есть идти ты смотришь по кипение. пузырькам, да, Конечно, или как? да. Все, Хорошо, ну вот, да. Возвращаясь к вопросу, она там понятная, да, там мы ищем там, где, наверное, лучше, да, там. И Рыба где глубже, уезжаем, где лучше, да. Ну и эта проблема, она есть и будет, и проблема того, что молодежь из-за республики уезжает. Но я горжусь тем, что я на сегодняшний день опять вернулся в регион, именно вернулся там своими эмоциями, своей как бы душой, да, там, своим переживанием, и это круто. Хорошо, тогда вопрос такой, может быть, провокационный, да? Долго думали перед тем, как, ну, все-таки немножко это же другое, пусть и бизнес, да, но немножко другая сфера деятельности. Именно заняться вот... Ты знаешь, мне достаточно будет просто ответить на этот вопрос. У меня не было выбора. То есть, если бы мне, да, там кто-то сказал... То есть, ну вот, смерть Владимира Филипповича, она там не оставила для меня там, в принципе, люфта. времени принятия, да, люфта принятия решения, да, я занимаюсь или нет, я не занимаюсь. даже так? Да, потому что, ну, он всегда переживал о том, что не родил сына, у него 2 дочери, 2 замечательные Значит, дочери. ты очень сильно любишь свою жену. Да, я люблю жену, и я считаю, Класс. что для Класс. меня вопрос отдать долг делу его жизни, это важно. Но согласись, да, ну, кем бы был бы я, и как бы, ну, я рассказывая о нем своему сыну, да, или там, он просто сейчас маленький, ему 4 года, про дедушку, он помнит его. И я бы ему сказал, да, вот у тебя дедушка там 26 лет занимался разведением свиней, и это второе по величине хозяйства в республике. Он получил перед смертью заслуженного работника сельского хозяйства республики. И я говорю, слушай, ты знаешь, сынок, вот он занимался 26 лет, он бы сказал, пап, а что дальше? Я говорю, а дальше я-то вот, знаешь, вот... Я пришел и продал. Продал Ну, или условно, развалил. Но на самом деле вот так взять и продать, ну, это все фантазии. Ну, когда это произошло, ведь дело в том, что ведь это не мой был актив, это наследство. Это наследство, которое принадлежало там теще, старшей, младшей дочери. И там обсуждали в семье там разные как бы сценарии, там стратегии. Что делать вообще? Что делать, да. С хозяйством. Ага. Да, как моя любимая теща сказала, говорит, а давай всех зарежем и продадим. Я говорю, слушайте, ну, фантазируйте я умею, да, теперь берите 5000 голов. На тот момент было 5600, даже больше, чем сейчас. Ага. Объясню почему. То есть вот берите, да, с мощностью убойного цеха там в среднем 9-12 голов в смену. Ага. А теперь берите, просто считайте. Вот, это Сколько лет мы будем этим заниматься? Да. То есть просто для того, чтобы ничего не делая, забивая, понадобилось бы около года. А их надо кормить, их надо содержать. Да, содержать, нужно да, вакцинировать, да, там, и нужно администрировать в плане операционной деятельности. Конечно. Поэтому я сказал, вы давайте не фантазируйте. Налоги, фото, аренда и все Да, прочее, да, корма, завоз, логистика. да. Ой, господи, вопросов-то тьма. Давайте мы примем решение, что мы делаем. Либо я беру все в свои руки и делаю так, как я это вижу, либо занимаетесь вы, а я продолжаю развивать свой основной бизнес. У меня, честно говоря, в принципе, времени вообще не было.
И когда я приехал на предприятие, конечно, это такой кейс для крутых управленцев, потому что когда ты приходишь в колхоз, там нет даже интернета, да, там, я не говорю про 1С и так далее, и ты должен условно там выступить как антикризисный менеджер. И, честно говоря, вот ты говоришь герой. На самом деле пока еще не герой, пока я просто твой гость. А героем еще предстоит стать, потому что очень много впереди работы по хозяйству. Сейчас у нас поголовье около 5000 голов, и мы сократили, потому что вывели из эксплуатации один корпус. Он уже был в аварийном состоянии. Итак. Сейчас мы добавили немного сливочного масла, чтобы было посочнее. Немного орехового вкуса это даст. Благодаря температуре мы разгоняем печку до 200 градусов и на пару минут ставим прогреться мясо. Оно у нас доходит до полуготовности, потом мы ее достаем, оно отдыхает. Отдыхает, чтобы сок разошелся по волокнам, и когда мы начнем резать, когда оно уже будет готово, чтобы это все не оказалось на тарелке, а осталось в мясе. Да. Грибы наши почти готовы, у нас осталась картошка и лук, и наше блюдо будет готово. Хорошо, но мы то есть, вовремя все. По таймингу все. Слушай, ты видишь, как у них заморочено все там волокна, там ореховый вкус, да, а мы просто кладем, жарим. Да. Ну вот в этом тоже, кстати, вот уникальность этой профессии, да, что во всем, в деталях всегда есть определенный смысл. Свои нюансы, да? Ага. Да, и, кстати, вот говоря про нас, там, про наш бренд Мархинская, вот мой принцип, да, если не делать качественно и правильно, лучше вообще не делать. Поэтому мы, когда я пришел, взял в управление данным предприятием, я поставил на стоп все там мясные деликатесы и так далее, потому что то, как это делалось, меня не устраивало. Да? И мы сейчас вот как раз в этот момент создаем некие уникальные вещи, интересные, вкусные и качественные. Поэтому пригласим тебя обязательно на дегустацию. Хорошо. Ну, получается, Денис, ты тоже такой приверженец идеи такой, старайся все делать хорошо, плохо оно само получится. Не без этого, не без этого, да. Всегда все делай, все хорошо, говорит, сынок. Мне отец так говорил, говорит, плохо, говорит, оно же само получится. Вот. Мудрый был, мудрый совет. Какие у вас планы, раз уж вы, получается, вы второй год, да, управленец? Ну, на самом деле... далеко идущие, скажем так. Ровно в марте исполнилось ровно год, как я начал заниматься этим активом. Поэтому, в моих планах точно на сегодняшний день сделать предприятие эффективным. Речь идет о модернизации нашего производства, это внедрение там система автоматического кормления, это создание климата, это система навозоудаления и переработки. То есть такие вопросы, которые... Ну и плюс мы работаем также над правильностью построения технологий, потому что, признаюсь честно, что у нас в масштабах республики эта отрасль отстала на 30 лет от современных российских предприятий. То есть я изучил... Даже российских? Российских, да. То есть год у меня был принцип именно поддерживающего управления, потому что 26 лет предприятие уже живет своим микроклиматом и так далее. И ты, не понимая стратегии, куда двигаться, куда идти, там можешь просто нарушить этот микроклимат и все испортить. Поэтому я ничего не делал. Типа, ребята, вчера было так, но сегодняшнего дня вот так, да. Иногда это может, конечно, и не будет так. Да, конечно, поэтому я, конечно же, менял. Я внедрил там систему 1С селекция. Мы, кстати, ведем племенную работу, мы племенное хозяйство единственное в республике. Я переделал трафарет обвалки. Мы начали работать над стандартами пищевой безопасности ХАСП. И мы на сегодняшний день сертифицированы в этом плане. У меня приезжали там аудиторы, мы смотрели, где какие проблемы, можно ли с этим работать, или нужно просто, не знаю, все разрушить и строить по-новому. Вот сейчас мы модернизируем, потому что мы считаем деньги. И если говорить о неких таких глобальных и масштабных вещах, то мы сегодняшний день работаем с нашим правительством над инвестпроектом по увеличению поголовья откормочное поголовье до 24 тысяч голов. То есть моя задача... Какие сроки? Но я для себя ставлю задачу 3 года. Это реально. Практически в 5 раз, да? Это реально. Да. Нет, не в 5 раз, а в 10 раз. 10. То есть мы говорим, что мы на сегодняшний день производим около 325 тонн в убойном весе. То есть мясо в год.
А моя задача в 10 раз увеличить показатели и достигнуть там 3250 тонн в год. И, кстати, хочу тебе сказать, что, может быть, тебя немножко это удивит, на сегодняшний день рынок потребления мяса свинины – это около 9000 тонн в год. Поэтому мы вместе с нашими братьями по цеху Хатасским свинокомплексом на самом деле сегодня, ну и там другими фермерскими хозяйствами закрываем там, там около 15%. Всего-то? Ну, Всего. Получается, есть куда расти. Есть куда расти, это точно. А все остальное это привозное мясо. Кстати, правильно подчеркнул наш первый президент, да, в своих комментариях о том, что вот эта проблема большого количества людей, пострадавших от пандемии или заболевших, связана, конечно, с иммунитетом и с тем, что мы едим. Поэтому мне важно, чтобы не только там я как производитель мяса свинина, а и местные производители, которые делают локальный продукт, они развивались внутри нашего региона. Поэтому я тебе могу сказать, что у нас, ну, я не говорю про рыбу. Рыба у нас шикарная. Да. И когда говорят, лучшая в мире, вот Александр до передачи. Вопросов нет, да. Пытался объяснить, да, вопросов почему нет. так. Она дорогая, на рынке дорого, но это вопрос не к тем, наверное, кто хочет там перепродать, а вопрос больше, наверное, к логистике, да, потому что, ну, понятно, что все, кто продает, это история про бизнес. Но могу тебе сказать, что, кстати, в Греции, когда вот мы отдыхали прошлым летом, мы приходили на рынок, и там продавалась рыба. И рыба, которая с фермы, стоила там, не знаю, там 7-8 евро, да? А та, которая выловленная в природе, она стоила там 28-32 евро. Гораздо, Поэтому гораздо. У нас офигенная рыба и относительно недорогая, относительно именно масштабов европейских. У нас замечательные сыроделы, у нас очень классная молочная продукция местная, просто их немного. Поэтому моя задача усиливать нашу команду сельхозпроизводителей и создавать классные локальные истории. А рынок, он показывает, что мы на сегодняшний день закрываем только 15%. Поэтому есть точно куда расти, ты правильно сказал. Денис, наверное, это тебя тоже удивит, но я хочу задать тебе провокационный вопрос. Да? Ну, сегодня у нас какой-то вечер с тобой провокационный. Да, провокация, да. Да что такое? Кстати, я тебе сразу предупреждаю, я занимаюсь там боксом, ММА, ты будь в этом плане аккуратней. Не надо. Вот, нет, вопрос про свинину. Ну, не секрет, что свинина это, ну что, хрюшка это сало, это жир. Жир это холестерин. Ну, жир это вредно, сало это вредно. Ну, то есть, что вы делаете для реабилитации или вообще это ли так? Ну, то есть, вроде как бы считается, что жирная пища, ну, концепцию правильного питания не укладывается. Ну, говорят, свинина, ну, зачем, когда есть другое диетическое мясо и все прочее. Что Кстати, скажешь в защиту? Знаешь, ты шеф такой прям стойку встал, то он тоже занимается единоборствами. На самом деле все достаточно просто понятно, да? Ну, о фактах. Значит, я исследовал, не просто там говорил о перезагрузке технологий, мы еще исследовали рынок. И получили такие очень интересные факты. Ну, во-первых, я не знаю, ты, возможно, даже не знаешь, но житель Якутии в среднем съедает 88 килограмм мяса в год. Это, ну, вот там разного мяса. А в средней полосе России это 26 килограмм. То есть мы мясоеды, это 100%. Ну, якуты. Якут траву не ест. Точно. Вот. В общем, но факт остается, это тоже уникальный факт, что в рационе 10% всего лишь приходится на мясо свинины. Понятно, что здесь есть, ну, бесспорно, некие национальные предпочтения, хотя наша религия якутская, она ни в коем случае не запрещает и не ограничивает потребление мяса. Но просто сложилось так вот. Кто-то вот там ест там жеребятину. Исторический факт. Сложилось, да. И в последнее время, например, жеребятину кушают больше. Да. Ну, то есть она вкусная. Поэтому это вот раз. Факт. Второе, что мне было очень интересно, мы проводили тоже фокус-группы и приглашали ребят. Было около, там, не знаю, 500 респондентов, с которыми мы пообщались. Выборка огромная, да. Мы действительно делали. У нас была хорошая, сильная команда маркетологов, да, там, московских. Ну, и было тоже много всяких прикольных, интересных вещей. У нас с тобой не хватит эфирного времени, уверен, что мы это обсудим в следующий раз. Да. Но что интересно, что
ну, во-первых, люди не знают, как готовить из мяса свинины. Поэтому наша задача, ну, по сути, не так. Первый был стереотип, правильно ты сказал, что там тут мясо, это Жирное, свинья, это там зачем, да. грязное Давай. животное. И насчет, кстати, жира, И жирное. уникальный факт, который говорит о том, что именно наше мясо мархинское люди любят именно из-за толщины шпика. То есть у нас наше население не хотят покупать беконное мясо. То есть им нужно, чтобы был шпик. И как раз вот это наша фишка мархинская по шпику. Что касается, кстати, самого качества мяса, шеф, добавь здесь парочку. Но мясо мы сейчас попробуем. Но, Почему кстати, много слов? Мы все увидим. Так. Сахар нам нужен. Сахар Да. нам нужен. Сахар за тобою. Вот он короче, у здесь. нас с тобой, видишь, ток-шоу, а Вот. у него вот мы Да. пытаемся все-таки, чтобы он отклонился от курса, но в этом плане он Меня знает ограничили свое по дело. времени. Поэтому на самом деле вообще мясо свинины недооцененный продукт. Во-первых, это скороспелая порода. То есть Да. оно, ну, Раз и в дамке, да. Вот хрюшка за 10 родилась, месяцев, осенью уже практически ну, то есть, за забой, если мы да. говорим про эффективное производство, то там за 10 месяцев она должна достигнуть, ну, в наших показателях это 150 килограмм, ну, там 135-150 килограмм убойный вес. Да. Да, то есть она должна быть правильно кормиться. И мы, кстати, сейчас используем 7 рецептов комбикормов, которые там для каждого... Рецептов прямо даже у них Да, рецепты это есть. сбалансированный. То есть Очуметь. мы не кормим отходами, да, единственное, что мы берем меланж с нашей птицефабрики, ну это битое яйцо, и берем хлеб с нашего хлебокомбината. Ну, да, там. который уже это, да. Ну, он там, не знаю, там, это не пропавший хлеб, это просто дефектный, там, может, из формочки сломался. Ну, или там тот, что не продали там. Не продалось, да, в течение там, 3 Да, суток. ну просто, всё, да, 3 понятно. суток. Поэтому, но это продукт, который там никак не влияет на качество мяса и качество откорма. Поэтому действительно у нас 7 рецептов для разной возрастной группы. И они... Это звучит вообще как-то так для меня. Ты знаешь, для Ладно. тебя звучит, у меня, кстати, когда я пришел в Минсельхоз, один из замминистров сказал там, на Афанасьев Николай Степанович, я такой молодец, он сказал: я, говорит, Савостин-то всего лишь полгода занимается, уже, говорит, больше меня знает. Говорит, Да. действительно, ты должен погружаться Да, в но тему. без этого никак. Поэтому я тебе могу много чего рассказывать, когда там отнимать, когда там... Это, кстати, прикол такой, расскажу тебе. Приехал, короче, я на переговоры в Красноярск. Красноярский аэропорт, собралось руководство, директор, там, финансовый директор. Речь шла о покупке перронных автобусов. Это то, что мой основной бизнес, мы оснащаем аэропорты. Ну и там финансовый директор такая там слушала, говорит: Денис Анатольевич, а расскажите мне там что-то, а какая у вас там трансмиссия? Ну то есть где финансы, где там, ну или там какой-то технический вопрос. Я говорю: слушайте, давайте я вам лучше расскажу, на какой день нужно отнимать поросят у свиноматки, говорю. И все там ха-ха-ха заржали. Поэтому, честно говоря, я просто реально не знал ответ на этот вопрос, но зато я точно знаю, как нужно на сегодняшний день выстраивать эффективное производство. И сейчас учу этому своих специалистов. И, кстати, если ты спросишь меня, там, Денис, там, а что у тебя самое сложное было на твоем проекте, это, конечно, люди. Потому что людей перезагрузить и заставить делать по-другому, это вот самая моя основная проблема. Новые привычки мы над зарождаются этим 84 дня, считается. Да. Да. Ну, чтобы они по-другому уже начали. Поэтому мясо свинины, ну, по крайней мере, наша мархинская, бояться кушать не стоит. И, кстати, тоже немаловажно, меня, конечно, могут коллеги по цеху поругать, ведь на больших предприятиях, да, вот все там стремятся, во-первых, что-то есть проблема привозного мяса, потому что, ну, всю жизнь на север везли что самое да, потому что думали, что там... Логистика дорогая. Да, да, потому что, ну, в погоне там деньги же не пахнут, на самом деле пахнут, да, и, ну, там думаешь, да, у нас там наш народ все съест. Нет, не все. То есть мы должны на сегодняшний день следить за тем, что мы кушаем. И если брать там вообще в целом мясо, то здесь речь идет, допустим, если мы берем крупные хозяйства, именно вакцины. То есть сколько вот в больших хозяйствах, где по 100 тысяч голов, там Мираторг и так далее, да, там хорошее мясо, качественное мясо, но вакцинируют они его больше, чем у нас. Просто нам не нужно столько
вакцин пичкать. А это уже сам понимаешь, какие там дальнейшие последствия, там, реакции организма и прочее, прочее. Поэтому в этом плане просто нужно выбирать. Не надо бояться кушать мясо свинины, это раз. Да? Мы будем об этом говорить и через философию приготовления блюд, через дегустации. И, кстати, моя семья там, и мой сын кушают только нашу местную продукцию, ну, которая выращена в нашем предприятии. Говорите, еще бы. И если я буду кусать эту колбасу и грызть ее прилюдно у тебя на глазах, значит, точно этому продукту можно доверять. Так, шеф? Абсолютно. Да, я тоже так согласен. Но если ты сам свое не носишь, если ты шьешь, да, если ты сам свое не ешь, то, что ты выращиваешь, ну, какой смысл в этом? Ты знаешь, как думаешь, какой гостиниц, что привез Александр Пантюхов из Якутии? Отгадай. Мясо? 23 килограмма мархинской свинины. Итак, мы прождали нужное нам количество времени, у делали нас всё паузу готово. и та-дан! Аккуратно. Аромат. Ароматиш. Так, маслица, все у нас уже впиталось. Вау! И что? Да? Ну, вот, вот. Сервируем? Все, начинаем сервировать. Пожалуйста. У вас еще даже, смотрю, специальная тарелочка, да? Но пока Александр сервирует, вопрос, Денис, еще один такой. Вы создаете же, по-моему, вот этот бренд, да? Синоком, насколько мне известно, не назвался же «Всю дорогу Мархинской». Именно создаете бренд. И какие ваши планы вообще на будущее? Знаешь, на самом деле, действительно, я закрепил над названием бренда «Мархинская» в нашем предприятии. Такая очень интересная история. Я сам портовской, как я об этом говорил. И мой дом – это по адресу улица Гагарина, дом 4. На самом деле, ты проезжаешь, когда улетаешь, стоят 3 таких деревянных домика, еще которые не снесли. Это вот мой двор, в котором я вырос, и дом, в котором я там прожил до 9 класса. И когда вот после похорон я вернулся в Якутск, и у меня была такая, знаешь, огромное желание посетить свой двор, тот мир, который мне в детстве казался каким-то бескрайним. Чтобы сердце защемило. Да, чтобы сердце, слушай, но это так и ведь есть, да? это твоя жизнь, ты ее не вычеркнешь, ты ее не выковыришь из своего сердца. И я приехал с друзьями, с моими одноклассниками в этот дворик, который для меня показался прям таким крошечным, да, на сегодняшний день, может быть, я это его соизмеряю с Москвой. И там были местные ребята, которые жарили шашлык, там водочка, все у них было хорошо, накрыто слово, это была пятница. Вот. И они такие смотрят, кто-то там заезжий, говорит, а вы типа там из Москвы? Я говорю, вы знаете, да, я живу в Москве, но я сам местный. Он говорит, да мы вас типа ждем, когда вы там нас там что-то купите, там снесут нас, там квартиры дадут. Я говорю, не, ребят, я вот местный, я вот тут жил, это мой двор. Они такие, да, жаль. А давайте к нам на шашлычок, на водочку. Я говорю, братцы, вы мне извините, сейчас пост, и я с удовольствием, не могу, вот там креплюсь, держусь. Они говорят, вы такого мяса у себя в Москве не покушаете. Это наша мархинская. И вот эта фраза «это наша мархинская», она окончательно поставила точку в моем выборе. Я пришел домой, Прямо уставший, как бы перст судьбы, да? довольный. Я пришел домой, связал со своей креативной командой, говорю, ребят, все, работаем. Бренд Мархинская, то есть название Мархинская. Это должен быть локальный бренд, про локальную историю. И если ты обратишь внимание, что на наших новеньких фудтраках, которые там 2 на сегодняшний день стоят на улицах города Якутска, в нашем Там своим домом оформлении... стоит 4-й магазин, да, Да, вот такой, тюк, курненький. классно, красиво. Да, это очень красиво. Там присутствуют наши якутские руны. Да, то есть мы хотим показать свою принадлежность и происхождение. Да, то есть мы рожденные в Якутии. Но при этом задача быть современными. Все-таки мы должны меняться, и на своем примере мы показываем, но согласись, что мы другие. Я не говорю, что мы лучше или хуже, мы другие, у нас подход другой. Даже смотри, мы заморочились с шефом, пришли в этих кителях, да, там, а на самом деле их нужно было купить, их нужно было брендировать. И здесь в этом шрифты, там RAL, да, там
Как это сделано? В этом все есть своя любовь к нашему делу. И мы это делаем во всех деталях на нашем проекте. Поэтому вот история создания бренда, она понятна. На самом деле ее придумал, этот бренд придумал не я. Его придумали люди местные. То есть это местный народный бренд. Мархинская. Мархинская. Ага. Вот. Что касается планов, ну на самом деле у меня есть мечта наше предприятие вывести там, ну не знаю, там хотя бы в топ-5 на Дальнем Востоке. Да, там, и, как я и говорил, в 10 раз увеличить производство мяса. Потому что это коммерческий проект, но здесь движет не только там, желание там, заработать, ну как бы оно на самом деле, может быть, это как-то звучит странно для бизнесмена, но оно на втором месте. Мое желание, чтобы наши проекты локальные, не только мой свинокомплекс, но и в целом, как я говорил, истории местные, рожденные в Якутии, чтобы показывали в масштабах России, что у нас не страна зеленых помидоров, не только золото и там природные там ископаемые, да, там алмазы. У нас еще есть другие истории, есть сыровары, у нас есть замечательные производители меда. Даже, кстати, узнал, почему чай-то мы не производим, да, там Алтай делает, Красноярск, вот сейчас Саха-чай у нас, да. Классные ребята, познакомились, то есть молодцы. Вот моя мечта, чтобы все вот это получилось. И, кстати, хочу тебе сказать, у нас даже вот видишь такие тарелочки замороченные, здесь олень, это тоже Катя Белявская, художница моя, замечательная подруга, которая она рисовала. Это все, это прям уникальные вещи, поэтому в следующий раз тебе обязательно еще и тарелочку презентуем. Ну, класс, ну вообще я как бы это авансами приполнен. Ну, кстати, давай мы как сделаем, я эту тарелочку оставлю тебе на память. Да, вообще классно, вообще. Спасибо. Так что вот есть планы и мечты, планы увеличить 10 раз производство мяса, и это реальные планы. Кстати, еще немаловажно подчеркнуть, что мы работаем не только над количеством, мы работаем над качеством. Мы сейчас подписали договор с очень известным голландским брендом Topics Northwind или Topics CIS, это их российское подразделение. И переходим на искусственное осеменение, и это позволит еще именно работа с гибридами, именно гибриды, это здесь там порода крупная белая, дюрок, она позволит создать мясо с толщиной шпика, как любят наши жители, но при этом по вкусу она будет близкая к бекону, да, то есть, но ты сам понимаешь, что если ты возьмешь какой-то стейк говядины, да, там, и будешь там готовить там разные выдержки или там выращенные в разных регионах, но по вкусу отличается. Уверен, как охотник ты в мясе разбираешься. Слушай, ну ты посмотри, что творит, да? Да, вообще красоту, конечно. Я, да. честно говоря, вот только позавтракал, у меня прям вот я там запиваю водой, потому что слюна меня просто брыжет. Думаю, это масло, это просто слюни. Итак, Александр у нас тут вообще всегда считается, что первое удовольствие от еды нужно получать глазами. Не просто так наброситься. Второе даже, да? А первое аромат. Ароматы. Он должен опережать. Да. Не, ну обычно, ну ладно, хорошо, не буду спорить. Ароматами, носом, всеми чувствами, глазами насладиться, посмотреть, насколько это все красиво, тем более, что вот фирменные у вас тарелочки и все прочее. Нет слов у меня. Просто я смотрю и балдею. Мы взяли вырезку, потому что ее не особо... Мы сравнивали по популярности, что больше всего берут. Она в топ-3 входит, но видно, что люди осторожничают. Ну, как-то, во-первых, цена, ну, а во-вторых, боятся готовить, может быть, не знают, как подойти. Шеф, это вырезка, это я тебя перебью, это определенная часть, да? Конечно, это именно часть. Это не мясо без костей. Это не просто ты взял, вырезал, вырезка. Это как ручка, это как язык, это конкретная часть свиньи. Понятно, да. Я знаю, каждая часть, это, ну, анатомию я смотрел. Да. И цена ее формируется из-за того, что ее меньше всего. Сколько, кстати, выход? Вот с одной свиньи, которая 140 килограмм в среднем весит, вырезки получается в среднем 2 килограмма, 2,5. Ну, это такое топовое, да, получается. Оно очень нежное, там минимальное количество жира. Говорят, что свинина не может быть диетической, это не так. Ну, есть определенные породы, во-первых, которые выводятся, там минимум жира. Хинская. А в данном случае это просто части, где минимум жировых волокон.
Это исключительно белок. Мы не портили ничем мясо, мы только добавили немного вкусов. Это грибы, это картофель, это лук. Такие традиционные вкусы, которые всем знакомы. Немного соли, немного чеснока и все. И такое, какое оно есть. Ну что ж, Приятного аппетита. давайте пробовать. Держи нож. Вооружаемся нашими приборами, вилочками. Так, шеф, давай, у нас нож один, поэтому ты режешь. А мы накалываем. Да. Слушай, ну, я, честно говоря, для меня время на сегодняшней передаче пролетело незаметно. Спасибо тебе, да. что пригласил. Классный проект, приглашай А больше. я еще дам слово. Да, вот, поэтому, да. ну вот, да, все классно. Ой. Ой, уже можно, да? Уже нужно. Уже нужно, да? Ну что, друзья, время передачи действительно у нас не резиновое, а эфирное, а поэтому сразу... Ой, Я советую цеплять все. вот так все делать, да? Обязательно. Закусить. Сахалы, говоря, вообще тема. Может же, да? Может. Ну, очень вкусно. Кайф. Кайф, вообще классно. Ребята, Александр, Денис, спасибо вам огромное за обстоятельную беседу, за вкусные блюда. Третья традиция, которую вообще невозможно нарушить, пожелания нашим, ну и, может быть, от передачи нашей. Я, кстати, не мог прийти с пустыми руками. Хочу сказать, что для меня время пролетело прямо вот незаметно. Я получил огромное удовольствие. Спасибо огромное, что пригласил. Хочу тебе от нашей команды вручить нашу кепку Мархинская, поэтому ты теперь тоже избранный. Ну, процент скидки я тебе потом скажу. Модная. Спасибо, да. Вот. А что касается пожеланий, я хочу на самом деле всем молодым ребятам, да, там, почему молодым ребятам? Потому что все-таки это поколение, которое будет формировать нашу республику, развивать. Я хочу им пожелать, чтобы они не уезжали, не искали лучшее, не искали там Содом и Гоморру, а чтобы они оставались в нашей республике, потому что здесь, где родился, там пригодился, мы здесь нужны. Поэтому, может быть, своим примером я покажу и вселю в них какую-то уверенность в том, что можно и здесь быть лучшими, и можно и здесь трудиться, ну, и если хотите, там и деньги зарабатывать. Поэтому хочу пожелать им быть уверенным в себе, не бояться рисковать, потому что именно если бы я боялся рисковать, а взять в управление наше предприятие и стать собственником, это тоже риск, согласись. Ну да. Вот. Я бы не добился Совершенно другая ниша. сегодняшних показателей. И я бы сегодня не стоял за сегодняшним столом и не пробовал вместе с тобой, с Александром, это замечательное блюдо. Поэтому, ребята, верьте в себя и делайте все больше, чем на 100%. Спасибо огромное. Спасибо, что Ну, позвали. круто. До новых встреч. Да, я Петр Цепандин, ребята мархинские, Денис Савостин, Александр Пантюхов. Хочу вам пожелать удачи, что у вас все получалось, чтобы вы, которые ставили себе такие классные, благие цели, они рано или поздно исполнились. Ну а мы на этом потихоньку уходим в закат. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Ну а что мы продолжаем наслаждаться нашим блюдом. Шеф, и согласись, что просто вкусно. Просто вкусно. Класс.